15 лет боли были постоянные. Сплю, болит, есть, говорю, болит. Сутками болела. Она еще с трудом говорит после наркоза, но точно понимает, впереди ее ждет новая жизнь. Без боли. Жительница Печоры Ирина Белоусова на операцию решилась, не раздумывая. Да, осознавала все риски, но доверие к нашим докторам оказалось сильнее страхов. Никто не мог найти причину, вот они нашли и удалили. Так что, надеюсь, боли больше не будет. А вот то самое волшебное оборудование. Скромное внешне, уникальное внутри. Десятки датчиков имплантированы пациенту под кожу. Все сигналы поступают на экран. Контролирует процесс электрофизиолог. Он дает нейрохирургам точные команды, опираясь на информацию, которая поступает прямо от нервных окончаний. Нейрохирург может до развития необратимых изменений изменить свою хирургическую тактику, где-то остановиться, где-то дальше продолжить свою операцию. Это принципиально очень важно. Это совсем другая, иная нейрохирургия, иное качество выполнения операции, основанное не на интуиции хирурга. Нет, впрочем, интуиция тоже нужна. Но не только интуиция, а на основе четких функциональных критериев. Операция длится больше 5 часов, но уже на следующий день пациент готов встать на ноги. Все осложнения сведены к минимуму. Благодаря нейромониторингу хирургам удается сохранить все важные функции мозга. Позволяет избежать риска повреждения нервных структур головного мозга и спинного мозга, собственно говоря, при любых оперативных вмешательствах. То, что позволяет избежать дальше инвалидизации пациента, улучшить качество жизни. В 2017-м в нейрохирургическом отделении провели больше 600 операций. Теперь эта цифра, несомненно, вырастет. Но гнаться за количеством нет смысла, говорят медики. Главное – качество их ювелирной хирургии. Таким уникальным оборудованием сегодня могут похвастать далеко не все регионы. Здесь наш Минздрав экономить не стал. Цена вопроса – 4,5 миллиона рублей. Но оно того стоит. Ведь раньше жителям региона приходилось ездить в федеральные центры. А это время, деньги и, конечно же, нервы. Теперь в домашних условиях поправляться жители республики будут куда быстрее. Виктория Палкина, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.